В условиях современного общества проблемы профессионального становления и трудоустройства инвалидов становятся все больше актуальными. В настоящее время много внимания со стороны государства уделяется проблеме обеспечения доступа инвалидов к профессиональному образованию. Этим обусловлена и поддержка соответствующих проектов Фонда президентских грантов. В их числе оказался и проект, представленный на конкурс городским обществом инвалидов. Это дополнительное профессиональное обучение и психологическая адаптация к трудовой деятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Работа Сибайцев стала победителем в направлении поддержки проектов в области науки, образования и просвещения. У нас радостное событие сегодня. В фонде президентских грантов мы стали победителем второго конкурса и в 2017 года. И 22 ноября был объявлен, чьи проекты прошли по гранту. И мы получаем средства Сибайской городской организации для реализации проекта. Проект очень интересный. Этот проект будет реализовываться в колледже строительства и сервиса. Профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья будет осуществляться на учебно-производственной базе Сибайского колледжа строительства и сервиса. Именно здесь и состоялся накануне круглый стол, ознаменовавший запуск данной программы. На мероприятие были приглашены представители администрации, социальные партнеры, взрослые дети с ограниченными возможностями здоровья, а также родители, воспитывающие детей-инвалидов. Реализация гранта намечена на базе Сибайского колледжа строительства и сервиса. Это связано с тем, что в нашем колледже имеется достаточно хорошо оснащенная учебно-производственная база для обучения лиц с ограниченными возможностями и инвалидов. Это по профессии оператор швейного оборудования, швея, портной. На сегодняшний день по данной профессии у нас обучаются как лица с ограниченными возможностями и на очном отделении, и в вечернее время. Этот грант позволит более расширить нашу производственную базу и предоставить более лучшие условия для подготовки лиц с ОВЗ. И наш колледж еще заинтересован в дальнейшем трудоустройстве тех лиц, которые получат данную профессию на базе нашего колледжа. Далеко не каждый инвалид, нуждающийся в трудоустройстве, владеет специальностью, пользующейся спросом на рынке труда. А такая организация профессиональной реабилитации в процессе получения образования помогает освоить новую профессию, закрепиться на рабочем месте и самореализоваться как личности. Ирина Оренбургина, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.